Более 5500 участников студенческих отрядов Башкортостана трудоустроились в период летних каникул. Многие из них подрабатывают на различных предприятиях, осваивают специальности, в их числе и будущие педагоги, которые устроились вожатыми в детские лагеря. К примеру, учреждение «Огонек» Уфимского района. О том, как молодые люди получают новые знания на практике, зарабатывают деньги и почему многих из них привлекает профессия воспитателя, расскажет Даниль Байков. Перед футболом тренировка обязательно. И такому правилу Эльдар Кулешов учит воспитанников детского лагеря «Огонек». С конца июня он трудится инструктором по физкультуре. Студенту Уфимского университета, будущему инженеру, по душе взаимодействовать, помогать подросткам и ребятам помладше. Иногда по необходимости проводить и музыкальные фестивали. Потому что я очень люблю детей. Я самый старший сын в семье и очень люблю своих братьев. Зарабатываю я именно здесь, потому что это постоянно свежий воздух, это вкусная пища контролируемая. Это постоянная спортивная деятельность, а также самое главное, наверное, для меня, это творческая деятельность для детей. Эльдар Кулешов считает, что полученный педагогический опыт пригодится ему для построения научной карьеры, да и подростки в восторге от него. Эльдар Дмитриевич прекрасный физический руководитель, прекрасный светорежиссер. Он иногда к нам заходит в комнату, с нами болтает, нам очень хорошо, классно, он очень смешной, классно танцует и просто такой энергичный человек, и нам очень он нравится. Вкладывает свою душу в должности вожатой и Аюна Дамбаева. У нее в подчинении 12 детей. Студентками Сигутовского педагогического колледжа учатся на воспитателей не только теоретически, но и практически. Благодаря разным активностям старается у каждого ребенка развить талант. Хочу быть более, как минимум, активной, показывать себя, не стесняться никого, открываться. Учу их, разными рукоделиями, разными этими. Помогаю им часто. Какие-то игры создаю, например, твистер создала для детишек поиграть. Разные игры играю, спортом с ними занимаюсь и так далее. Всего в оздоровительном лагере трудятся вожатыми около полусотни человек. 20 из них представители студенческих отрядов. Многие из них будущие учителя начальных классов. Как и любому человеку, поначалу им было сложно справиться с ролью наставников. Потому что ребята только начинали вливаться в коллектив, но мы быстро смогли его сплотить руководством. И многим вожатым, по их отзывам, очень приятно здесь работать, нравится здесь работать. И многие говорят, что они вернулись бы сюда и на осеннюю смену, и в следующий сезон. Мы сотрудничаем второй год. «Огонек» очень вообще в целом доволен студенческим отрядом Башкортостана. В целом вожатые очень себя хорошо проявляют. В районе 200 человек точно у нас отдыхает. И за весь сезон, получается, было около 800 детей. В республике свыше 100 студотрядов. Юноши и девушки трудятся в сфере строительства, сельского хозяйства, промышленности, рыболовства, медучреждениях. Как правило, о вакансиях они узнают через свои колледжи и вузы. Всего в Башкортостане в этом году трудоустроили свыше 5500 молодых людей. И, вероятно, к концу лета число работающих увеличилось. По оценкам активистов регионального отделения российских студенческих отрядов, заработная оплата варьируется от 20 тысяч до 110 тысяч рублей. Глава Башкортостана подчеркивает, студотряды дают возможность расти молодежи и развивать в них командный дух. Не забывая, конечно, о создании комфортных условий труда и соблюдении всех правил производственной безопасности. Это место расположения, питание, вопросы техники безопасности, общественной безопасности, доставки на работу, сам процесс работы. Это большой такой интеллектуальный процесс, на самом деле, который нужно решать и заниматься. Но я считаю, что в этом процессе есть и экономическая составляющая, и такая духовно-нравственная, и патриотическая, если хотите. В республике обучаются свыше 100 тысяч студентов. Летние подработки – это еще новые полезные знакомства, обретение друзей и приятные воспоминания на всю жизнь. Даниль Байков, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов, Алексей Ефимов. Новости.